Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана и комиссар ЕС обсудили запуск транскаспийской платформы. Туркменистан объявил программу мероприятий на Международный год мира и доверия. В Ашхабаде внесли изменения в расписании 3 городских автобусных маршрутов и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с комиссаром Европейского союза по международному сотрудничеству Ютой Урпилайнен, в ходе которой обсудили перспективы развития сотрудничества и запуск транскаспийской координационной платформы транспортных пересечений. Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему развитию взаимодействия между ЕС и странами Центральной Азии. В четверг в Ашхабаде состоялось заседание Президиума Халк Маслихаты Туркменистана под председательством национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. В ходе заседания министр иностранных дел Рашид Миредов представил программу мероприятий на 2025 год, которые будут отражать политику нейтралитета, укрепление мира, безопасности и доверия, а также развитие культуры диалога и вопросы изменения климата и экологии. Сертификат на разработку технологии производства серо-гравийного инертного материала получила лаборатория технологии производства энергии и энергосбережения Международного научно-технологического парка Академии наук Туркменистана. Основная цель данной разработки заключается в создании эффективного метода получения серо-гравийного инертного материала за счет переработки отходов серы. Новая технология направлена не только на получение ценного материала, но и на решение экологических задач, связанных с утилизацией отходов. Садоводы и трапа Махтумкули Балканского вилаята продолжают уборку урожая гранатов. Плоды, выращиваемые в плодородных садах Сумбарской долины, имеют не только приятный вкус, но и лечебные свойства. Селекционеры и садоводы этого региона вывели множество сортов граната, адаптированных к местным условиям. Плоды, известные под общим названием гранат прекрасного Сумбара, стали популярны не только в Туркменистане, но и за его пределами. Урожайность каждого дерева варьируется от 20 до 70 килограммов, а вес некоторых плодов может достигать 500-600 граммов. Сезон сбора гранатов в субтропическом регионе Туркменистана продолжится до конца ноября. С 9 октября в Ашхабаде изменятся маршруты нескольких автобусных линий с целью улучшения качества обслуживания и удовлетворения потребностей населения в автомобильных перевозках. Маршрут номер 18 будет перенаправлен с улицы Андалиба на улицу Гюраглы. Маршрут номер 32 теперь будет разворачиваться на кольце проспекта Арчибили и возвращаться на улицу Андалиба. Маршрут номер 46 будет следовать по улице Андалиба, делать разворот на кольце проспекта Арчибиль и поедет обратно на улицу Андалиба. В рамках 57-й сессии Совета по правам человека постоянное представительство Туркменистана при отделении ООН в Женеве совместно с постпредами стран Центральной Азии организовало мероприятие на тему «Права человека и право на развитие». В мероприятии приняли участие постоянные представители Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана, а также представители международных организаций и эксперты в области прав человека. Рэпер Эминем поделился неожиданной новостью о скором пополнении в семье через свой новый музыкальный клип «Temporary». В видео, наполненном ностальгическими кадрами, артист раскрыл, что его дочь Хейли Джейд Скотт ожидает ребенка. Клип представляет собой трогательную хронику взросления Хейли, составленную из архивных семейных материалов. Кульминацией видео становится момент, когда дочь сообщает Эминему о своей беременности, преподнося ему футболку с надписью «Дедуля номер 1» и демонстрируя снимок УЗИ. Хейли Джейд Скотт, единственная дочь рэпера, недавно вышла замуж за Эвана Маклинтока, с которым состояла в отношениях с 2016 года. Пара познакомилась во время учебы в колледже, где Хейли изучала психологию, а Эван – экономику. Юношеская сборная Туркменистана по футболу до 17 лет одержала уверенную победу над сборной Азербайджана со счетом 3-0 на международном турнире в Эрзуруме. Турнир, организованный Турецкой футбольной федерацией, собрал команды из 5 тюркоязычных стран и приглашенную сборную Грузии. В первом туре подопечные Ахмеда Алабердыева уступили Турции со счетом 0-3. Этот турнир является важным этапом подготовки к отборочным матчам Кубка Азии 2025 года, которые пройдут с 23 по 27 октября в Таиланде. В группе D сборная Туркменистана встретится с командами Таиланда, Индии и Брунея. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.